Столица Башкортостана стала местом проведения 4-й Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте поговорим сегодня об этом в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Кубатбек Рахимов, исполнительный директор общественного фонда «Аппликата», Центр стратегических решений. Кубатбек Калыевич, здравствуйте. Добрый день. Вы не в первый раз у нас в Уфе. Расскажите, какие на сей раз впечатления? Самое, что ни на есть, прекрасное, потому что ваш город развивается, и, наверное, как раз-таки впечатления человека, который не так часто бывает, но бывает, они, наверное, наиболее точные. Что все у вас хорошо, все замечательно, как раз погода в лучшую сторону изменилась, как я вижу. Поэтому я очень рад, что в Уфе. Но на сей раз официальным поводом для вашего визита стало проведение конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Кстати, как давно вы являетесь его участником, принимаете участие в его жизни? Я принимаю активное участие в работе Валдайского клуба с 2019 года. То есть у меня такой маленький юбилей в этом году, 5 лет. И сегодня у нас в Уфе обсуждается именно тема «Россия, Центральная Азия. Развитие и бесконечность в меняющихся мировых реалиях». Вот именно обсуждение этой темы здесь, в Башкортостане, насколько символично? Я думаю, что это стопроцентное попадание, потому что Башкортостан – это перекресток цивилизаций, и просто, как говорится, сам Бог велел, чтобы здесь это было проведено. И об этом говорил глава вашей республики, господин Хабиров. И также об этом говорили местные эксперты, о том, что вот этот перекресток цивилизаций, культурных, исторических, географических слоев, он накладывает свой отпечаток. И сама Центральноазиатская конференция, она кочует. И вот в данном случае Уфа приняла свою эстафету у Томска. И мы, как эксперты Валдайского клуба, всегда ожидаем вот новых открытий, новых откровений. И я очень рад, что вот Уфа оправдала все наши ожидания. Какие новые открытия, откровения уже бы могли отметить сейчас? Вот мои коллеги посетили музей золота, все, что было связано с вот этой евразийской линией пересечения цивилизаций. И думаю, что как раз-таки эта тема могла бы выступать, в свою очередь, точкой кристаллизации каких-то совместных продуктов туристических, например, когда туристы могли бы приехать сюда, в Башкортостан, и спуститься через Казахстан в другие республики Центральной Азии, как вот такой пример. Либо наоборот, так сказать, с более теплых краев к вам, и почувствовать, насколько вместе с ландшафтом меняется экономика, люди, вот вообще как бы вот прочувствовать на себе нашу взаимодополняемость. Кубат Калыевич, расскажите, вот сегодня мы обсуждаем именно развитие в меняющихся реалиях. Какие здесь можно перспективы наметить именно, когда реалии меняются, и здесь нужно обсуждать, ну, чуть ли не ежедневно? Насколько сложно? Вы знаете, Алиса в Зазеркалье. Чтобы стоять на месте, нужно бежать со всех ног. Вот мы оказались в Зазеркалье. Бояться этого, ну, наверное, не стоит. Людям современным, думающим, рефлексирующим. И в данном случае я считаю, что мы являемся свидетелями исторического процесса. То, что я называю фактор 0222. Он уже провел ту линию раскола между геополитическими и геоэкономическими блоками, в одном из которых, конечно же, оказалась Россия. И очень важно понять, с кем идет Россия. Раз. Второе. Насколько Россия осознает свою азиоцентричность. Не в противовес, а в дополнение к европоцентричности. Потому что герб-то российский двуглавый орел, смотрит и на восток, и на запад. Другое дело, что некоторые вкладывают в это такой чисто сугубо формальный смысл, там, поворот на восток. Позвольте, Дальний Восток России гораздо восточнее, чем китайские провинции. Какой поворот на восток? Россия и есть Азия. Территориально, если посмотреть, мы с вами сейчас находимся в студии в азиатской части континента, раз на то пошло. Соответственно, надо это принять, заново переосмыслить, увидеть роль и значение всех остальных своих Азий. У России их много.
И вот в том числе Центральная Азия это тоже своя, но ее надо переосмыслить. Вот поэтому, чтобы стоять на месте, надо бежать. А мы должны еще и все-таки вперед продвигаться. Поэтому надо бежать еще чуть быстрее и не бояться прогнозировать, планировать, выстраивать какие-то новые линии. Если от общего перейти к более частному, каковы перспективы именно развития российско-киргизских отношений? Знаете, во многом эти отношения строятся на правовой основе, но если брать чисто исторически, еще буквально 33 года тому назад мы были вместе. Мы были внутри одной страны. Другое дело, что, наверное, в разных статусах. Мы были как союзная республика, Башкортостан был, я так понимаю, автономной республикой. И при всем том была достаточно серьезная глубинная связь на уровне людей, на уровне обмена кадров. Вот один из наших премьер-министров был этническим башкиром, например. И это говорит о многом, о том, что взять просто так, выбросить на свалку многолетние, многовековые отношения близких тюркских народов, с одной стороны, с другой стороны, мы-то были объединены в рамках Российской империи. А это одна из самых бескровных империй, которая развивалась органическим путем, я так скажу. Если сравнивать их с какими-то другими образованиями подобного рода. На сегодняшний момент, если брать отношения российско-кыргызские и брать, скажем, отдельно сегмент, регион, страна Центральной Азии, у нас здесь все хорошо, потому что регулярный обмен бизнес-миссиями. Есть кооперация в части рынка труда. А Кыргызстан является частью Евразийского экономического союза. И тех, кто приезжает работать, скажем, на территорию России, мы не называем мигранты. Мы их называем трудящиеся ЕАЭС. Потому что у них все права такие же, как граждан Российской Федерации. Есть нюансы, конечно, по регистрации, но это уже национальное законодательство. В отношении торговли, в отношении каких-то индустриальных проектов, думаю, что фактор 0222 придал как раз-таки новый импульс. И думаю, что в ближайшие год-два мы увидим результаты такого взаимодействия. С точки зрения такого психологического комфорта, вот я вижу, что многим кыргызстанцам здесь и в Татарстане достаточно комфортно. Вот мое общение с людьми в Казани и вот здесь в Уфе показывает, что обоюдная толерантность присутствует раз, и, наверное, понимание того, что у нас есть общие ценности. Мне сложно говорить про диаспору, я здесь ни с кем не пересекался, но думаю, что они тоже принимают активное участие в культурной и социально-экономической жизни Уфы и Башкортостана. Кубат Калыевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. В насыщенной программе нашли время и пообщались с нами. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.